Нет больше вопросов, уважаемый судья? Тогда слово для выступления предоставляется представителю правительства Асанову Курсан Сатаровичу. Пожалуйста, к трибуне. Уважаемый председатель Конституционной палаты, уважаемые судьи Конституционной палаты, уважаемые присутствующие. Рассмотрев ходатайство гражданина Мусаева Алтынбека Бахтбаевича, гражданина Чолпонбаева Мухара Шалтаровича, представляющий интересы гражданина Досалиева Арсланбека Царевича и гражданина Туратова Ханыбека Ташпалтаевича о признании неконституционными противоречащим части 5 статья 6, частям 2 и 3, статья 16, частям 1 и 2, статья 20, части 3 статья 42 Конституции Кыргызской Республики. Подпункта Ч, пункт 106, положение о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел Кыргызской Республики. Утвержденным постановлением правительства Кыргызской Республики за номером 360 от 20 июня 2013 года сообщаем следующее. Содержание подпункта Ч, пункт 106, положение о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел Кыргызской Республики. Одним из оснований увольнения службы органов внутренних дел является осуждение близких родственников сотрудников за особо тяжкие преступления, а также при признании их судебным порядком членам организованных преступных группировок. Не противоречит части 5 статья 6, частям 2 и 3, статья 16, частям 1 и 2, статья 20, части 3, статья 42 Конституции Кыргызской Республики. Так, в соответствии с частями 1 и 2, статья 20 Конституции Кыргызской Республики, Кыргызской Республики не должны принимать законы, отменяющие и умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защите национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защите прав и свобод других лиц. Такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Вводимые ограничения должен быть соразмерным и указанным целям. В соответствии с законом Кыргызской Республики о государственной гражданской службе и муниципальной службе, правоохранительной службе, вид государственной службы, представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан Кыргызской Республики и на должностях правоохранительных органах, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод граждан и гражданина. Также в соответствии со статьей 1 Закона Кыргызской Республики об органах внутренних дел Кыргызской Республики, органы внутренних дел Кыргызской Республики, государственный вооруженный правоохранительный орган, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции по обеспечению общественного порядка, безопасности личности и общества и борьбы с преступностью. В этой связи к сотрудникам органов внутренних дел предоставляются особые требования и условия прохождения службы. В соответствии с пунктом 6 положения о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, служба органов внутренних дел основывается на принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод личности, гуманизма, открытости и публичности, подконтрольность и подотчетности сотрудников органов внутренних дел соответствующим органам государственной власти, управления общественности, единоначалия и подчиненности, соблюдения служебной дисциплины, справедливое вознаграждение за службу, продвижение по службе на основании результатов служения деятельности с учетом способностей и квалификации. В связи с чем органы внутренних дел должны работать лица безупречной репутации. Необходимо отметить, что общественности могут возникнуть сомнения в законности действия и морально-этических и нравственных качеств сотрудника, который имеет близкого родственника, судимого за совершение особо тяжких преступлений. Нормы пунктом 106 положение о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел Кыргызской Республики не противоречит части 5 статья 6 Конституции Кыргызской Республики, где сказано, что закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности, либо отягчающий ответственность, обратной цели не имеет. Так как, соответственно нормам указанного положения, сотрудникам предоставляются условия прохождения службы органов внутренних дел Кыргызской Республики. Это не новые обязанности.
В соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики об органах внутренних дел Кыргызской Республики и порядок условия прохождения службы органов внутренних дел регламентируется настоящим законом и положением о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел, утверждаемым правительством Кыргызской Республики. Также в соответствии с пунктом 9 положения о прохождении службы рядовым начальственным составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, утвержденное постановлением правительства за номером 360 от 20 июня 2013 года. Служба органов внутренних дел является видом государственной службы граждан Кыргызской Республики. Отличается особым условием службы, повышенной ответственность за характер и результат действия, связано с постоянным риском для жизни и здоровья, характеризуется эмоциональной насыщенностью и требует физической выносливости. Учитывая своеобразие предоставляющей службы, отличающее особым условием повышенную ответственность за характер и результат действия, что требует исключения отрицательного влияния на сотрудника, близких родственников, имеющих судимость от отсутствия материальной и иной зависимости от них, а также исключающая конфликта интересов, утечка служебной оперативной информации и предупреждение нарушения законности, введение ограничений на приемы на службы в органах внутренних дел, и ее прохождение и лицо добровольно выбирая данный вид профессии, соглашается с ограничением, которое устанавливается приобретением особого права статуса. А именно, гражданин не может принять на службу в органы внутренних дел, если его близкие родственники осуждены за особо тяжкие, а также установленным законодательным порядком признаны членом организованных преступных группировок и увольняется со службы в запас при осуждении его близких родственников за особо тяжкие преступления, а также при признании их судебным порядком членом организованных преступных группировок. Так, согласно пункту 32 указанного положения, гражданин не может быть принят на службу в органы внутренних дел, если имеет судимость за уголовное преступление, независимо от того, погашена или снята эта судимость. Его близкие родственники, родители супруга, братья, сестры и дети, осуждены за особо тяжкие, а также установленным законодательным порядком признаны членом организованных преступных группировок, не отвечающие требованиям, предусмотренным настоящей главой положения. Кроме того, согласно пункту 60 указанного положения, при приеме граждан на службу органам внутренних дел в целях уточнения сведений, касающихся самого кандидата и его родственников, близких связей, проводится специальная проверка. Осуществляется мероприятие по проверке по оперативно-справочным с учетом кандидата и его близких родственников. Специальная проверка проводится путем использования оперативных возможностей органов внутренних дел и органов национальной безопасности Кыргызской Республики. После окончания специальной проверки работников кадрового аппарата составляется заключение ее результата. Материалы специальной проверки хранятся в личном деле. Данная специальная проверка проводится в целях недопущения граждан к службе органов внутренних дел, имеющих близких родственников, ранее осужденных за совершение особо тяжких преступлений, а также при признании их в судебном порядке членом организованных преступных группировок. Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 35 Закона Кыргызской Республики о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов и учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, одним из оснований прекращения службы учреждения уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики также является осуждение близких родственников сотрудников за особо тяжкие преступления. В соответствии со статьей Семейного кодекса Кыргызской Республики, близкие родственники – это родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья, сестры, дедушка, бабушка и внуки. Также семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимоуважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Тем самым каждый член семьи несет моральную ответственность перед семьей и обществом. Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 1143 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, если нет наследников в первую очередь, право на наследование по закону во вторую очередь получают в равных долях полнородные и неполнородные братья и сестры наследователя, а также его дедушки и бабушки со стороны отца и со стороны матери. Тем самым полнородным и неполнородным братья и сестры, вне зависимости от отношения между ними, являются наследником в равных долях.
Тем самым отношения близких родственников регулируются как семейным кодексом, так и гражданским кодексом Кыргызской Республики. Таким образом, подпункт Ч, пункт 106 положение о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел Кыргызской Республики не противоречит части 5, статья 6, частям 2 и 3, статья 16, частям 1 и 2, статья 20, части 3, статья 42 Конституции Кыргызской Республики. Вместе с тем необходимо отметить, что под пунктом 4 пункта 3 решение Совета Безопасности Кыргызской Республики от 6 февраля 2018 года за номером 1 правительства Кыргызской Республики рекомендовано обеспечить законодательный запрет на приобретение сотрудникам судебных, правоохранительных и надзорных органов, а также членам их семьи, ценных бумаг, акций, доли установленных капитальных иностранных компаний и товариществах. Внедрить механизм проверки декларации о доходах и расходах сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов и членов их семьи путем принятия им обязательных о раскрытии сведения, составляющих банковскую, налоговую и таможенную тайну. Обеспечить законодательное закрепление того, что использование сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов, членов их семьи, чужого имущества в личных целях является основанием для проверки наличия данного имущества в декларации лиц, предоставляющих такое имущество в целях определения законности его приобретения. В связи с чем в настоящее время судебным, надзорным, правоохранительным органам Кыргызской Республики проводится парализация данного Совета Безопасности. У меня все. Если вопросы будут, могу отвечать. Джановек Тухтошевич, у вас есть дополнение к выступлению? Нет, да?